Селям алейкум, уважаемые друзья! Мы представляем вашему вниманию курс изучения крымско-татарского языка посредством национальных песен. Изучая слова какой-либо песни, а иногда и прослушивая мелодию, мы будем обращать ваше внимание на название, слова этой песни, интересные выражения, словообразование, метафоры и, разбирая эти значения, будем параллельно охватывать и сопутствующие дополнительные значения. Этот метод имеет большой успех в современной практике изучения любого языка, потому что те выражения, которые используются в фольклоре, не просто передают то или иное значение, но также являются и отражением ментальности народа. А знание фольклора – отличный способ изучения языка. Так как сегодня у нас первое занятие, начнем его со знакомой всем песни крымских татар «Алуштадан эскен еллер». Многие из вас знают ее как «Гузель Крым». Aluştadan esken yeller yüzüme vurdu. Само название уже предоставляет нам возможность порассуждать. Итак, первое выражение – «эскен еллер». В данном случае «эскен» – это прилагательное. Какой? Какие? А «еллер» – ветры. В единственном числе это слово будет звучать как «ель» – ветер. А мы знаем, что, добавляя аффикс множественного числа «лар» или «лер», мы получаем слово «еллер». Значит, какие ветры? Дующие. Эсмек – дуть, но с одним важным нюансом – слегка дующий – бриз. Эскен еллер. Кстати, еще в одном варианте этой песни вместо слова «еллер» употребляется «ельчик» – ветерок, так как аффикс «чик» или «чик», присоединяясь к основе слова, образует уменьшительно-ласкательное. То есть «ельчик» – ветерок. «Эскен ельчик» – слегка дующий ветерок. Вторая строка. «Юзюме урды». «Юзюме» – в мое лицо, потому что «юз» – лицо. «Урды» – ударила. «Урмак» – ударить. Но здесь хотелось бы подробнее остановиться на слове «юсь». Как мы уже упоминали, это слово переводится как «лицо». Но если с мягким знаком и при чуть мягком произношении «юсь». Попробуйте и вы. «Юсь». А какой синоним есть? Правильно, слово «бет». «Меным юзюм», «меным бетом», «юзюме урды» или «бетеме урды». Значение будет одно. А какое еще слово это напоминает? «Юз» – число 100, но только уже без мягкого знака и чуть-чуть тверже. Итак, «юз» без мягкого знака – 100 и «юзь» с мягким знаком – лицо. Балалықтан ос келевде көз яшым düştü. Здесь нас интересует выражение «козюме тышты». Как мы знаем, «козь» – глаз. «Козюм» – мой глаз. «Тюшмек» – вообще-то основное значение этого слова – упасть. Но здесь чуть переносное значение. «Мой глаз, мой взор» упал на те места, в которых я вырос или выросла. Давайте прослушаем еще раз, уже более осмысленно. Балалықтан ос келевде көз яшым düştü. Но здесь мне бы хотелось вернуться к слову «тюшмек». Как мы уже говорили, основное значение – упасть. Но вспомните, как в основном говорят многие из наших друзей. «Автобустан тюшмек». «Сіз шимды тюшеджесізмі?» Вы сейчас выходите или сходите, в смысле из транспорта? Так вот, использовать данное слово «тюшмек» именно в значении «выйти из транспорта» будет неправильно. Дело в том, что если употребить именно данное слово, то в переводе получится «упасть», «выпасть из автобуса». А чтобы употребить необходимое нам «сойти» или «выйти», есть прекрасное слово «энгмек». Не забудьте наш характерный звук «н» – «н» с твердым знаком. «Мен автобустан энгдым». «Сіз енежексізмі?» – «Вы выходите?»
Смотрите, какая у нас получается интересная цепочка значений. Ben bu yerde yaşamadım, yaşlılığıma doyamadım, bedanıma hasret oldum, ey güzel Kırım. Следующие интересующие нас слова «яшалмадым» и «тоялмадым». Яшамак – жить, и тоймак – насытиться чем-либо. Если бы мы просто сказали бы «яшамадым» и «тоймадым», то это переводилось бы как «не жил, не насытился». Но здесь имеется волшебный аффикс «л». Именно «яшалмадым», «тоялмадым». И вот этот один звук меняет значение. Не смог жить, не смог насытиться красотой родных мест. Также и в других словах. Ичалмадым – не смог выпить. Коралмадым – не смог увидеть. Баралмадым – не смог пойти или поехать. И так далее. Потренируйтесь самостоятельно с другими словами. Итак, мы разобрали всего несколько слов из песни «Алуштадан эскен еллер» или «Гузель Кырым». Но посмотрите, насколько широк круг размышлений. Предлагаем вам прослушать песню с начала и до конца. И до встречи на следующем занятии. Aluştadan esken yeller yüzüme vurdu, balalıktan osken evge gözyaşım düştü. Ben bu yerde yaşamadım, yaşlılığıma doyamadım, bedanıma hasret oldum, ey güzel Kırım. Ben bu yerde yaşamadım, yaşlılığıma doyamadım, bedanıma hasret oldum, ey güzel Kırım. Bahçaların meyveleri bal ile şerbet, sularını içe içe doyamadım ben. Ben bu yerde yaşamadım, yaşlılığıma doyamadım, bedanıma hasret oldum, ey güzel Kırım. Ben bu yerde yaşamadım, yaşlılığıma doyamadım, bedanıma hasret oldum, ey güzel Kırım. Bala çaha ve tanım dep göz yaşın tohne.